Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас по традиции хочу душевно, сердечно поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что грядет, идет в вашу жизнь, а вы не знаете. Загадайте, пожалуйста, на себя и на грядущие события. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, тут и грядет, и идет, и отходит. Так можно сказать. Ну что ж, давайте начнем с корня. Видите этот образ? Песочные часы. И эти часы полные. Это очень хороший знак. Это знак того, что ваша жизнь будет наполненная. Приходов, прибыли, прироста будет в разы больше, чем лишений, трат и, конечно же, потерь. Видите, полные. Что сверху часы полные, что снизу часы у вас полные. Вот этот знак лебедя, да, назовем его так, похож на лебедя, на красивую белую птицу, которая не горизонт покрывает, не в горизонте плывет, а плывет как будто бы вверх. Это гармония души, это баланс. И также этот знак указывает на улучшение состояния вашего здоровья. То есть, если были какие-то недомогания, если были какие-то болячки, вот что-то прям беспокоило, все это купируется, все это лечится, все это уходит, проходит, и вы спокойненько себе живете, бодрячком, да, и ни о чем не думаете, ничего вас не беспокоит. Дальше, мои хорошие, по левой стороне. Ну, по левой стороне тут у вас вилка. Вилка, причем такая в 3 зубчика. Вилкой вас этой кто-то колол постоянно, знаете, причем как из-под тишка вас кололи. То в спину кольнет, то пониже кольнет, то в голову кольнет, то в ногу кольнет. Это какой-то человек либо словами колол вас, либо какими-то не совсем порядочными действиями. Это может быть кто угодно, вы все разные, отсыпка у нас общая. Это может быть и человек в семье, и на работе сотрудник, либо начальник, и просто сосед, и вообще какой-то раздражитель, да, который мелькал у вас перед глазами. Эта вилка, видите, у нее зубчики-то загнулись. Мало того, у кого-то отыграется, что тот человек, который вас колол, сам на эту вилку и попадет. И уже, как говорится, с этой вилочки-то и не встанет. Неповадно будет. Не могу сказать, от чего эта благость идет в вашу жизнь, но примите как данность, пожалуйста. Дальше. Здесь какие-то шуры-муры. Но у одних отыграется, погуливал, например, кто-то из ваших партнеров, да, мужчины, женщины, это для вас одинаково идет. Либо вы подозревали, что человек погуливает, да, какие-то еще интересы имеет. Может быть, у вас симпатия, да, а человек там межевался, никак не мог определиться, с кем ему быть, с кем ему более, скажем так, приятнее, да, с кем любовь крепче и страсти ярче. Разойдется эта парочка, разойдется, пить дать разойдется. Если у вас было какое-то увлечение, ну такое, знаете, ни к уму, ни к сердцу, а бы с кем, да, ну бывают такие случаи, когда начинаешь с человеком общаться, потом понимаешь, что не путевый, не подходит, не моя ягодка, да. Здесь идет расставание, которое приносит облегчение, расставание, которое расчищает вашу энергетику для новых встреч, для новых знакомств, для новых перспективных людей. Кстати, возможно, это и тяжелый брак, который очень долго длился. Люди друг друга мучили в этом браке, но по каким-то причинам не могли официально все это оформить. Здесь именно расход, развод, расставание идет
с выдохом, да, человек выдыхает, вот облегчение идет, гора с плеч уходит. Хороший момент. Может, кстати, и не про вас это, да, может быть, у вас родственник любимый, например, сын или дочь, не с тем человеком спутался, связался, и для вас это было боль и большое переживание в жизни. А теперь они расходятся, разводятся, и вы говорите: ну, слава Богу, да, беда отошла. Все, беда у нас ушла. Так, еще здесь люди с очень какими-то странными руками. В общем, они этими руками вам все портили, мешали. Мне почему-то кажется, что это какие-то конкуренты, соперники. Руки у них, понимаете, длинные, они везде успевают быстрее дотянуться и всех могут распихать. Да? Может быть, нечестная конкуренция, может быть, там, на работе коллеги там шустрые, да, везде вас там обгоняли, проблемы вам создавали. Неприятные эти люди были, это не один человек, здесь такая компания прям образовалась. Кстати, даже могут быть, ну, допустим, да, люди, которые заняли какое-то место, должность, место, и никак их не подвинешь, не сдвинешь. И им вроде как много, а никому не дают прохода. Неприятные, возможно, это пары, возможно, это даже какие-то семьи, либо какая-то семья. В общем, смотрите, эти люди в ритме танго просто выметаются из вашей жизни. Причина, которая их выметит, да, это метелка волшебная, это, скорее всего, какой-то закон. Закон, право, указ. Вот знаете, директива, которая оглашается на государственном уровне. Такое впечатление, что они будут очень быстро куда-то уезжать, убегать, уплывать, не знаю, уползать в крайнем случае. Вот знаете, были эти люди, вот на глазах были, да, мешали, либо злое творили. А тут раз, вы такая выходите туда-сюда, а нету их, исчезли. Вы спрашиваете: а где товарищ? А он говорит: да нету их уже, уехали. Собрались наспех и уехали. Но тут, как говорится, вам закон в помощь. Закон, либо государственные власти, либо то, что они там придумают. Эти ребята трусливые. Это, знаете, как приспособленцы, да, про таких людей говорят, приспособленец. Вот. Видно, кормушечка-то закрывается, да, либо у них там рыльца в пушку. И они от греха подальше быстренько, скорее всего, под покровом ночи или в ранние часы, либо в поздние часы просто выедут, уедут, испарятся с вашего пространства. Ну, это хорошо, туда им и дорога. Дальше, здесь веревка, которая постоянно рвалась. Возможно, это действительно какая-то веревка, возможно, это какая-то ситуация, либо дело, которое вам не давалось. Вы только начинаете этот узелочек завязывать, бац, порвалось. В одном месте починили, в другом порвалось. Да, что-то постоянно рвалось и не получалось вот прийти к логическому завершению. Смотрите, вы научитесь эту веревочку, вернее, с этой веревочкой справляться. Она какая-то необычная, здесь какой-то необычный подход нужен. И вы придумаете путем проб и ошибок, конечно же, все просто так не дастся. Путем проб и ошибок вы найдете тот волшебный подход, который поможет вам это дело завершить. Я не вижу больше остановок на этом пути, в этом деле, в этой ситуации. Я вижу, что вы мастерски все это смотаете, замотаете, завяжете, в общем, сделаете то, что вам нужно, то, что для вас важно. Так, возвращаемся к правой стороне. В правой стороне возврат. Возврат либо человека, какой-то человечек вернется, причем он вернется полноценно в вашу жизнь. Ну, допустим, вы когда-то дружили, общались, человек, ну, волей судьбы уехал. Раз, туда-сюда человечек возвращается и к вам и говорит: ах, какая радость, теперь мы опять сможем снова дружить, общаться, может быть, даже какие-то общие дела вести. У кого-то это родственник, который отсутствовал, либо человек работал, ну, допустим, на вахте, да, то есть уезжал, либо он там моряк был, там по полгода вы не виделись, а то и более не виделись. Человек возвращается, говорит: все, у меня контракт закончился, теперь я буду рядом, буду помогать, да, все у нас будет теперь хорошо. От этого, кстати, возвращения идет большая радость. У кого-то отыграется, что человек-должник вернется,
с тем, чтобы уплатить вам долг. Не ждите полной суммы. Здесь идет как частичное погашение, либо, ну, допустим, да, человек должен денег нет, отдают какую-то часть деньгами, а другую часть какими-то материальными ценностями. Ну, тоже неплохо, да, но хоть и вернет, понимаете. Вот, радость от этого идет. Радость, удовольствие и у кого-то прямо и веселье, да, если любимый друг вернулся, либо любимый родственник. Так, еще. Здесь у меня девушка-женщина. Случайно, то ли с кем-то познакомилась, то ли кто-то ей очень нравится, да, может быть, вы и не знакомы, просто видите человека, думаете, ой, какой привлекательный человек, да, ну, как хорошо бы познакомиться с этим человеком. Смотрите, тот, кто вам нравится, либо тот, в ком вы заинтересованы, смотрите, как идет к вам с цветами идет таким бодрым шагом, с улыбкой на устах и прямо к вам. Вот кто-то себя поймает, ну, на мысли, да, что как же так, вот симпатия возникла к человеку, и тут же он ко мне поворачивается и знакомится, да, либо человек, с кем в интернете познакомились, да, тут же к вам приезжает с серьезными намерениями, и сразу там и на свидание, и туда, и сюда, и разговоры такие, вот прям и за семью, и за брак. Такой очень приличный человек. Очень похоже на, как говорится, дело случая. Случайная встреча, случайная симпатия, случайное знакомство в интернете с далеко идущими последствиями, причем очень-очень серьезными. Так, здесь очень красивая туфля на таком высоком каблуке, да еще и с задранным носком. Ну, это как хотите судьбоносная поездка. У кого-то это будет дальняя поездка, у кого-то будет и на ближнее расстояние. Но в этой поездке произойдут существенные перемены, либо эта поездка повлечет за собой существенные перемены в вашей жизни и в вашей судьбе. Здесь я не вижу, чтобы вы отказались, потому что в правой стороне, и плюс еще рисунок смещен к центру. То есть, ну, так судьбой прописано. Собирайтесь в дорогу, собирайте чемоданы, да, либо прихорашивайтесь. За вами скоро прям карета приедет. Но по высокому каблуку это что-то прям важное. Важное, очень важное. Может быть, встреча с людьми, которые могут действительно помочь, как-то поддержать, защитить, как протекцию вам оказать. Может быть, даже какой-то высший класс, или как они там называются, селебрити, да, люди какие-то необычные, либо место, где будут собираться эти необычные люди. Но вам судьба туда попасть, судьба и получить то, что ваше, да, либо то, что вам положено. Ну, я имею в виду там помощь, поддержку. Так, здесь у меня 2 звездочки. Ну, я так предполагаю, это 2 очень неординарных, талантливых человека. Возможно, вы в паре, а возможно, ну вот судьба вас столкнет, и вы будете парой. Вы очень яркие, что мужчина, что женщина. Вы самобытные, вы ни на кого не похожие. Я бы даже сказала, какие-то уникальные люди, уникальные. Но вы противоположности. А возможно, то, что вы такие разные, и станет точкой притяжения. Здесь люди либо вспыхнут друг к другу очень ярко-ярко, либо люди, которые никак не могли преодолеть свой эгоизм, ну, допустим, вы уже в паре, да, наконец-таки поймут, что они созданы друг для друга и идеально друг друга дополняют. Что мужчина поймет, что женщина поймет. Здесь как принятие друг друга такими, как вы есть, без попыток там переделывать, перепиливать, перелепливать, да. То есть люди говорят, нет, я не потеряю этот шанс на любовь, на счастье, ведь мой партнер самый лучший, самый гениальный в мире. То есть вы видите, вы становитесь одной единой звездой. Как проникаете в друг друга, да, вот сплетаетесь, намертво сплетаетесь вместе. Кстати, этот знак может указывать на венчание, либо, может быть, в каком-то торжественном месте, либо в святом месте дадите друг другу клятвы. Хороший знак, очень хороший. Так, и еще. Здесь у меня семья становится полноценной. Какого-то члена семьи, либо несколько членов семьи не хватало для того, чтобы семья была полной. Не могу сказать причин, почему не хватало. Песочек, к сожалению, не показал. Но семья
полная, да, вот все члены семьи, они все рядом, все вместе и движутся в одном направлении. Может быть, вы как-то разъезжались, может быть, кто-то из вас где-то работал, да, другой в другой стороне работал, там дети вообще у родителей жили, у ваших, или у родителей мужа. А тут все собрались и уже движутся по дороге жизни в одном направлении. Это очень хороший знак, когда семья собирается, что может быть лучше, да, когда все живут одной семьей, одним домом, да, вместе вот кушают, вместе что-то планируют, обсуждают, куда-то ходят. Это очень хороший знак. Так, дальше, мои милые. Смотрите, обратите внимание на этот рисунок. Вы видите, вы такой маленький человечек, беспомощный в какой-то ситуации. И сверху более крупная фигурка, видите, протягивает вам ручки, пытается вас вытащить туда, на высоту, куда вы хотите попасть. Помощь либо от человека, на кого вы надеетесь, либо от человека, от которого вы, ну, например, не ждете, да, ничего не ждете. Возможно, в принципе, да, какой-то человек, высокий человек, либо при должности человек, либо человек, который твердо стоит на ногах, обратит на вас внимание, да, и будет вам помогать, по крайней мере, протянет вам руку. Очень хороший знак. У кого-то отыграется, что это не вы, а, например, ваш супруг, либо близкий родственник, да. То есть человеку помогут, протянут руку и вытащат на новый уровень, на новую ступеньку. Так, здесь у меня человек что-то лепит, создает своими руками. Тяжело, кстати, работает над этим. Не всегда получается. Возможно, даже есть какие-то люди, которые сомневаются, насмехаются, критикуют, опять же таки. Но человек не сдается, он продолжает заниматься своим делом и творит шедевр. Появится тот, кто оценит, либо тот, кто купит, либо тот, кто проспонсирует, да, будет инвестировать в ваше дело. Кто-то очень-очень заинтересуется, кому-то очень понравится. Человек при деньгах, человек, кстати, щедрый, да, щедрый. Скорее всего, как компаньон к вам идет, который будет именно финансовую поддержку обеспечивать. Либо действительно человек, который станет вашим спонсором. Почему нет? Либо человек такой, знаете, богатый покупатель, завалит вас там заказами на год вперед, и вы себя прекрасненько будете чувствовать. Главное, не слушайте критиканов и продолжайте делать свое дело. И делайте его, пожалуйста, с любовью. С любовью. Не по лекалам, не по чужим шаблонам, а делайте так, как вы видите, как вы чувствуете, как вам подсказывает ваше сердечко. Это самый лучший подход. И не надо уповать на то, что тяжело, не надо себя жалеть. Поверьте, ваше творчество, либо ваш креатив вам просто какую-то невероятную пирамидку нарисовал, да, то есть это возвышение, это мастерство, это профессионализм, это узнаваемость, да, человека как бренд, то есть его узнают. Там, именно от вас работа будет стоить гораздо больше, чем похожие работы. Так, здесь у меня женщина с детьми, скорее всего, получит либо совет, либо уже конкретно какую-то помощь. Помощь, скорее всего, денежная идет. Денежная. Возможно, вам тяжело, да, если вы одна с ребенком, либо с детьми, вам тяжело, вы не вытягиваете. Либо вам будет дан совет, куда обратиться за помощью, либо конкретно уже вы обратились, и вам будет оказана помощь. Причем помощь, как адресная получается. И люди не будут вам давать, допустим, да, как всем. Вам дадут больше, чем другим, потому что вы более нуждаетесь. Кстати, здесь не только материальная помощь, здесь еще могут помогать, не знаю, например, устроить детей в сад, в школу, в институт. Могут помочь, если у вас там кредиты, долги. Могут помочь, например, что-то докупить в дом, какую-то технику, либо мебель. У кого-то даже отыграется, что могут куда-то поселить вас. Да? Может быть и временно, да, но все равно поселить. Смотрите, как свыше вам постоянно, как по трубе, да, постоянно какие-то блага будут капать, течь, затекать. Очень хороший знак. Но почему-то вы будете стесняться.
стесняться, как-то себя некомфортно чувствовать. Мои хорошие, выдыхайте, выдыхайте. Когда у вас дела наладятся, пожалуйста, вы будете сами кому-то помогать, да, либо вы будете работать, платить налоги, и ваши налоги пойдут на помощь другим людям. Ну, какие времена, такие и обстоятельства, да, то есть если сейчас вам очень трудно, то принимайте эту помощь. Вообще-то мне кажется, что вам кто-то расскажет, либо посоветует, куда обратиться. И там вам точно не откажут. Так, еще какая-то очень громкая победа. Вы какому-то страшному зверю как будто бы брюшко вспорите. И видите, вы празднуете победу над каким-то страшным зверем. Ну, у кого-то это плохая ситуация, у кого-то какая-то вражда, да, какой-то враг, недоброжелатель. У кого-то это человек, который, ну, попросту говоря, мешал вам жить, да, либо создавал такие условия, что ваша жизнь казалась невыносимой. У вас будет сила, либо она у вас уже есть, только вы ей не пользуетесь. Каким-то резким словом, либо каким-то резким поступком вы этого зверя страшного просто обезвредите. Видите, вот что-то похожее на какую-то огромную, не собаку, скорее как волк какой-то, оборотень, да. И вы вот таким мечом, огромным двойным мечом, вспороли ему брюхо. То есть очень громкая победа идет. Вы и сами от себя такого не ожидаете, хотя вы способны. Вы способны, у вас есть и сила, и мужество, и энергия, у вас все есть. Может быть, до поры до времени вы просто терпели, и тут, как говорится, вас понесет. Вот что-то очень резко произойдет, очень резко. Кстати, у кого-то отыграется, что вы вскроете, да, вскроете какой-то обман, ложь, вскроете какое-то мошенничество, может быть, даже и в семье среди родственников. И это будет ваша громкая победа. Такая, знаете, победа, которая не только прославляет человека, но и помогает уберечь там, финансы, да, помогает уберечь здоровье, помогает жить лучше, чем было прежде. Так, и еще какой-то человечек с ног сбился, ножки стер уже, бежит к вам в вашу сторону. У человека не получается. По каким-то причинам вот не получается, либо не получалось до вас добраться. Может быть, были какие-то объективные причины. Может быть, что-то где-то было закрыто, не пускали по надуманным причинам. Неважно. Важно, что у человека наконец-таки получится. Этот человек вам давно обещал приехать, появиться, либо вас к себе, например, забрать. Да? У вас с этим человеком такой какой-то странный, витиеватый мост получается. Но он как-то вверху стоит, а вы почему-то внизу стоите. Возможно, человек живет в лучшем месте, да, в лучшем городе, в лучших условиях, может быть, даже в какой-то стране богатой, в которую все хотят попасть. И вот смотрите, этот человек соорудит своими руками вот этот странный мост-подъемник для того, чтобы вы наконец-таки встретились, либо уже проживали на его территории. Не на вашей, на его. Может быть, он даже, знаете, как приедет за вами, скажет: собирай вещи, мы уезжаем, и вы поедете вместе. Либо он вам, вернее, он добьется для вас там визу, допустим, да, либо приобретет билеты, скажет: все, приезжай. Здесь прям как судьба творится. А вы не думайте долго, вы не думайте и не смотрите на тех, кто вас окружает. Здесь вас кто-то будет пытаться удержать, либо совесть. Ваша совесть будет говорить: что ж ты уезжаешь, что ж ты тут семью бросаешь, да, там родственников бросаешь, это же твоя родная земля. Ни в коем случае не покупайтесь на эти мысли. Знаете, что они от лукавого. Вы, во-первых, никого не бросаете, не оставляете, а отказываться от хорошей жизни, не пойми из-за чего, но это полный бред. Тем более вы не уезжаете так, что прям раз уехал с концами. Вы еще и будете приезжать, вы будете приезжать в гости, вы будете, возможно, даже организовывать какой-то переезд, допустим, своей семьи, своих близких. Все это будет, все это будет. Не надо себя ни в чем винить, вам по судьбе быть счастливой. Поэтому, девочки, собираемся и едем. Так что, мои хорошие, судьба посылает вам шанс.
шанс на любовь, на счастье, на новую, безоблачную, беспроблемную жизнь. Пожалуйста, от него не отказывайтесь. Так, мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.